Послушайте, как серьезно Павел относился к миссии, порученной нам Богом. В первом послании к Тимофею 1:15 он говорит следующее: «Верно, оно верно и никогда не подведет, и всякого принятия достойно. Примите его без сомнений». Слово, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Он сказал так, потому что преследовал церковь. Люди любят вспоминать об этом, но это лишь часть правды. Нам следует говорить всю правду. Павел признавал, не скрывал того, что велел убить первого мученика христианской церкви. «Убейте его». И того побили камнями. Но затем Павел покаялся, его сердце изменилось. И знаете, почему он покаялся? Потому что церковь молилась. Молитесь за человека, который вас преследует. Любите его в сердце. И когда зло оставит его, вы увидите, что Бог преобразит его и благословит вас. Теперь помолимся. Отец, мы молимся за всех. У нас есть много недостатков, Отец. Один из них состоит в том, что мы считаем себя особенными. Нет, мы служители. Мы хотим выполнять Твою волю, хотим всегда почитать Тебя. Отец, я воспользуюсь Твоей властью, поскольку со мной сейчас молятся больные люди. И как служитель Евангелия я приказываю зло, болезнь, выйди из этого человека во имя Иисуса. Будьте благословлены.